Китайское правительство насильно выдает замуж уйгурских турчанок за китайских мужчин, чтобы уменьшить численность уйгурских турков и увеличить количество китайцев в регионе. Базирующаяся в Вашингтоне организация Uyghur Human Rights Project обнаружила, что Китай насильно выдает замуж уйгурских турчанок за китайцев, оплачивая ханьским мужчинам брак. В докладе, опубликованном организацией по этому вопросу, сообщается, что местные власти, назначенные Китаем в оккупированном Восточном Туркестане, принуждают уйгурских тюркских женщин в регионе выходить замуж за ханьцев, используя финансовые стимулы и шантаж. Отчет основан на официальных документах, сообщениях в социальных сетях и интервью с турками-уйгурами, живущими за границей. Восточный Туркестан был представлен уйгурскими художниками на 10-й международной выставке изобразительного искусства и живописи, проходившей в Анкаре с 3 по 10 марта. В выставке приняли участие 152 художника из 45 стран, включая европейские страны, Турецкую республику, некоторые арабские страны, независимые страны бывшей Югославии, Южную Корею и Японию. Господин Ахмат Ахат, известный уйгурский художник из Казахстана, представил культурную цивилизацию уйгурского народа своими уникальными работами, изображающими уйгурские дома, исторические места, старинные улицы и общественную жизнь Восточного Туркестана. Одновременно с усилением геноцида против народа Восточного Туркестана в последние годы китайский режим стремится быстрее и беспрепятственнее перевести ресурсы всех колонизированных регионов, особенно Восточного Туркестана, в Китай, чтобы гарантировать энергоснабжение. В связи с этим он планирует начать строительство железной дороги, соединяющей город Хотан и Тибет. Согласно информации, в проекте строительства железной дороги, соединяющей Восточный Туркестан и Тибет, завершены предварительные измерительные работы, и стало известно, что остальная часть проекта должна быть завершена в ближайшее время. Сотни тибетцев из диаспоры вышли на марш протеста по улицам Нью-Дели 10 марта 2024 года, отмечая 65-ю годовщину национального восстания против Китая. Участники акции несли тибетские флаги и фотографии своего духовного лидера Далай-ламы. Более 300 протестующих собрались у здания индийского парламента, скандируя лозунги «Тибет никогда не был частью Китая» и «Китай должен покинуть Тибет». По данным национальных СМИ, японские истребители совершили вылет против 2 китайских бомбардировщиков и самолета наблюдения. Согласно новостям, на карте, опубликованной силами самообороны Японии, над спорными водами был отмечен курс китайских самолетов типа H-6 и Е-9, обладающих ядерным оружием. Сотрудничество между тюркскими государствами в географии Туркестана продолжает расширяться. В рамках соглашения стороны будут принимать необходимые меры по предотвращению чрезвычайных экологических ситуаций.